13-й фестиваль адыгейского сыра проходил 7 и 8 сентября. Живописная природа, прекрасный солнечный день, масса интересных локаций, музыка, танцы. Словом, все было для того, чтобы очередной гастрономический праздник удался. В первый день участников фестиваля приветствовал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. В своей речи он отметил, что этот гастрономический праздник все больше вызывает интерес у людей. С каждым годом растет количество гостей фестиваля. С каждым годом растет и производство главного продукта Адыгеи – адыгейского сыра. Красивая история, то, что мы начали 13 лет назад проводить фестиваль адыгейского сыра. После этого защитили торговый знак «Адыгейский сыр». И мы за этот период на 11 тысяч тонн мы производство увеличили на территории Республики Адыгея. По прошлому году мы произвели 28 тысяч тонн сыров, сырных продуктов. Это благодаря нашим предпринимателям, нашим предприятиям. Искренне хочу поблагодарить всех, кто причастен к организации нашего фестиваля. А самое главное, знаете, столетиями наши бабушки, прабабушки сохранили технологию производства адыгейского сыра. Потом первым промышленно произвели на Шавгеновском молкомбинате. Все, кто годами, столетиями это делал, всех хочу поблагодарить. Фестиваль адыгейского сыра за многие годы стал уже уникальным праздником в республике. Главными его акцентами, как всегда, стали подворья муниципальных образований Адыгеи. После церемонии открытия, по уже сложившейся традиции, их посетил глава региона Мурат Кумпилов. В этом году подворья были выполнены в эко-стиле. Дерево, глина, солома, в общем, все природные материалы, которыми богата природа, были использованы при их создании. Свою локацию Тохтамкайский район представил в виде адыгского двора, который был празднично оформлен в контексте приближающегося столетия района. Внимание сразу привлекает трехъярусный торт, который установлен в центре двора. Это макет своего маленького прототипа, который представлен будет чуть позже. Ни для кого не секрет, что у нас в этом году столетие района, и перед нами стояла задача отметить этот год, все мероприятия наши масштабно. И фестиваль сыра – это то событие, где собираются тысячи людей, которые из других регионов, и мы хотели на этом фестивале сыра поближе познакомить с нашим районом людей, показать им всю нашу красоту. Все, что вы видите здесь, готовилось месяцами. Были задействованы очень много людей, и подрядчики, и сами культработники, очень много людей, сил, нервов, времени вложено в то, что вы видите сегодня. Мы поставили торт, потому что невозможен праздник без торта, хоть это и не детская дата, уже столетие, но всегда хочется праздник делать по-особому. Поэтому мы постарались все локации, все точки закрыть так, чтобы хватило всем, еще чуть-чуть осталось. Итак, строения в подворье Тохтамкайского района в этом году выполнены полностью из дерева. По всему периметру было расположено много интересных локаций. На входе с одной стороны гости могли увидеть гобелен ручной работы, сделанный к юбилейному празднику района. Напротив встречал традиционный адыгский столик на 3 ножках – Адыга Анна. В центре была установлена двухэтажная беседка, внизу которой расположились мастера декоративно-прикладного искусства. Специально для этого мероприятия художница Зарема Бокус написала несколько новых картин. Одна из наиболее ярких работ выполнена не на холсте, как обычно, а на дереве. Я подготовила к такому празднику прекрасную картину, которая называется «Род изобилия». Через нее я хочу передать всю красоту женщины, которая льется как орнамент золотом, которая создает очаг, которая показывает свою нежность, скромность, робкость. И мужчины, орнаменты, которые льются из рога, которые передают мужественность, силу, смелость, отвагу. И я хочу, чтобы наш не только район, наша Адыгея была именно такой, как изображена на этой картине. Дерево очень теплый материал и живой, и поэтому я его выбрала не случайно, вы прям почувствовали. И сегодня это эксперимент. Я впервые пишу на дереве темперной краской, и с сочетанием еще потали, это очень смешанная техника. Здесь же можно было посмотреть мастер-класс по басонному плетению. Готовую тесьму можно использовать и для декора одежды, и как самостоятельный элемент. Это адыгское плетение басонное, оно используется в одежде, на шапочках мы используем. Также мы используем для изделий сувенирных.
такие как веера, сумочки. Еще одно творческое направление, с которым можно было познакомиться на Тахтымкайском подворье, это объемная живопись. Ее особенность в том, что элементы картины создаются из декоративной штукатурки. Работы, представленные мои в технике скульптурная живопись, в частности, это цветы на часах, на полотне, ну и дизайнерская моя работа, называется «Течение жизни», вот, которая была сделана на одном дыхании. А так, как бы скульптурная живопись меня увлекла, и я занимаюсь и с удовольствием. В другой беседке был накрыт стол с разнообразными блюдами и напитками адыгской кухни. Рядом можно было посмотреть и приобрести экотовары, глиняную посуду. Вся она сделана мастером Гончаром, преподавателем Энемской детской школы искусств Сергеем Борисовским. Кстати, любой желающий в этот день мог попробовать себя в роли Гончара. И стоит отметить, что под чутким руководством мастера получались вполне хорошие результаты. После того, как на гончарном круге вытягивается форма определенная гончарная, в данном случае он делает крынку. Вот. Крынка, коротко скажу, отличается от кувшина тем, что на крынке нет ручки. После этого нужно дать ей в щадящем режиме высохнуть. Не на солнце, не на большой температуре, а где-то в тени. Когда глина высохнет, ее нужно поместить в печь и обжечь. Нужно где-то минимум на 960 градусов. Это первый обжиг называется. Из печи она выходит вот такого цвета. Получившееся изделие после обжига в печи можно в дальнейшем глазуровать специальными керамическими красками. Затем его снова необходимо отправить в печь, чтобы получить глянцевую поверхность готового изделия, так как это представил мастер. По соседству у мастера-чеканщика можно было сделать памятную монету. Собственноручно себе ее сделал глава республики Мурат Кумпилов. Также он поупражнялся в стрельбе из лука, пообщался с мастерами-ремесленниками и молодым исследователем этнографии Рустамом Барчо, который к этому мероприятию подготовил масштабный проект о фамилиях Тахтымкайского района. Работу свою он представил красочно и интересно в виде нарисованного большого дерева с адыгскими фамилиями. Эта работа посвящена столетию нашего района, а также году семьи. Тут представлены все фамилии Тахтымкайского района, также история нашего района и символы. Ну и как же можно представить адыгское подворье без ароматного запаха коптящегося сыра, щипсы-пасты и горячих халюжей. Главные блюда адыгов готовились на костре. В больших казанах кипел насыщенного красного цвета щипс. Готов уже был вкусный паста. В кипящем масле румянились халюжи с адыгейским сыром. Конечно, всеми этими яствами были угощены многочисленные гости, ну а в качестве десерта они попробовали уже настоящий торт, приготовленный во знаменование столетнего юбилея Тахтымкайского района. Его глава республики Мурат Кумпилов и глава Тахтымкайского района Аскер Сав порезали и раздали присутствующим. Мы находимся на грандиозном празднике Республики Адыгея. Сегодня день адыгейского сыра, уже 13-й фестиваль гастрономический. И здесь все районы республики представили, каждый район старался показать свою изюминку, что он лучше других. Но и Тахтамукайский район, управление культуры, работники администрации Тахтамукайского района тоже постарались. И мы сейчас находимся на подворье именно Тахтамукайского района. Все прекрасно знают, что мы празднуем в этом году столетие. И в рамках столетия мы каждое мероприятие, которое проводится в 2024 году, стараемся сделать особенным, ярким, запоминающимся, лучше, чем это когда-либо было до данного события. И давайте будем честно говорить, на самом деле все здорово получилось. Несмотря на то, что у культуры были сжатые сроки, в этом году, 2 сентября, мы запускали 2 новые школы в Тахтамукайском районе. И там ребята работали. Как только запустили школы, сразу развернулись сюда и в кратчайшие сроки сделали все вот это прекрасное мероприятие, наше Тахтамукайское подворье. Глава республики Мурат Карельбич Кумпилов, председатель парламента Владимир Иванович Нарожный, члены кабинета министров республики Адыгея, все, кто зашли в наш двор, очень высоко оценили то, что сделано на нашем подворье. И здесь все гастрономические изыски, которые есть в адыгской кухне, у нас представлены и халюжа, и щипс, и паста, все-все. И жители, которые заходят сюда, и гости, всем
скажем так, очень нравится побывать у нас во дворе. Сегодня действительно великолепный день, прекрасная погода, настроение у всех гостей просто потрясающе. Сегодняшнее празднество проходит великолепно, очень много гостей. У нас в нашем подворье и чипсы, и халю, и много разных вкусностей, явств, которым наш район угощает всех гостей. Хотелось бы пожелать нашему району в преддверии столетия всего самого наилучшего, и здоровья, и благополучия, и достатка в каждом доме. Атмосфера 13-го фестиваля адыгейского сыра была одновременно праздничной и домашней, соревновательной и дружественной. Каждое подворье было по-своему уникально и интересно. Каждый угол был творчески продуман и оформлен. Посетив их, можно было увидеть много разных блюд из сыра, мяса, фруктов и теста. Все это любой желающий мог приобрести и узнать рецептуру приготовления. Ежегодные участники национальных событий Адыгеи, представители общества всадников Шоухаса, в отдельном подворье подготовили для детей свою состязательную программу. Много различной вкусной продукции на гастрономическом фестивале представили и предприниматели. Также в этот день гости и участники фестиваля смогли стать свидетелями нового российского рекорда, который был установлен Геогенским молозаводом. Это непрерывно сплетенные 189 метров копченого сыра «Косичка». Вот такой, как всегда, насыщенной и разнообразной была программа 13-го фестиваля адыгейского сыра. С удовольствием это мероприятие посетили, как говорится, и старый млад. Мы первый раз приехали. Очень интересно, красиво все. Самое главное, чисто. Можно приезжать с детьми. Что слышали об адыгейском сыре? Много чего мы употребляем каждый день. Почти покупаем, едим. Сулугуни, адыгейский сыр. Меня сегодня угостили разными вкусностями. Мне вообще-то нравится. Я сюда приехала с мамой, с братьями и сестричками. Еще бы хотел приехать на будущий год. Откуда, кстати, приехал? С Ападзерской. Мы приехали из города Майкопа. Мы здесь уже второй год подряд. Здесь очень интересные вкусные блюда есть. Очень разные все. Людей много, массовое мероприятие. Здесь очень красивый вид, горы. Очень хороший воздух, очень интересно вот выступают, интересно смотреть. Мне все очень нравится, здесь много разных вкусных блюд, очень красиво, массово, много людей, хорошие мероприятия, выступления. На сцене много разных интересных артистов, которые хорошо выступают, хорошо поют. Тут хорошая атмосфера, все очень красиво, весело, много разных мероприятий. Новый гастрономический рекорд, кулинарное разнообразие, песни и танцы творческих коллективов и артистов Адыгеи. Все это создавало отличное настроение. Фестиваль адыгейского сыра 2024 года запомнится надолго. Рада Хакунова, Батырбек Беретарь, Сулейт Павлова, Муниципальные вести, Даховская.